Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета министров. В Париже завершился форум по привлечению инвестиций в ТЭК Туркменистана. Стала известна программа мероприятий на 25 мая и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров, на котором были рассмотрены важные вопросы государственной жизни. На заседании обсуждались законопроекты, разрабатываемые в Меджлисе, внедрение цифровых технологий в различные сферы, ход весенних сельхозработы и подготовка к предстоящим праздничным мероприятиям. 25 мая в Туркменистане по случаю окончания учебного года проводится церемония последнего школьного звонка, а также празднуется День города Ашхабада. Утром 25 мая состоятся церемония возложения цветов к монументу независимости Туркменистана, памятнику Бердымухамеду Аннаеву, установленному в педагогической средней профессиональной школе имени Бердымухамеда Аннаева города Аркадак и в средней школе номер 27 имени Бердымухамеда Аннаева села Изгант Йоктепинского итрапа Ахалского вилаята. Возложение цветов также состоится на площадях государственного флага во всех других вилаятах страны. Затем во всех общеобразовательных школах в честь завершения учебного года пройдут торжества последнего звонка под девизом «Кладезь разума Махтум Кулиф Раги». Отличившимся выпускникам и работникам сферы образования будут вручены памятные подарки от имени президента Туркменистана и национального лидера туркменского народа. В этот же день для молодежи планируется организовать экскурсии по достопримечательностям, культурно-досуговым центрам, музеям, паркам в городах Ашхабад и Аркадак, а также во всех регионах страны. Вечером 25 мая состоятся концерты мастеров искусств. Праздничные мероприятия также пройдут во всех уголках страны. На международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана в Париже председатель государственной корпорации «Туркменгеология» Гурбангельды Гарлыев представил обзор минерально-сырьевой базы страны и заявил о готовности к сотрудничеству с зарубежными партнерами в разведке и разработке полезных ископаемых. Государственный концерн «Туркменнефть» открыт для сотрудничества с иностранными инвесторами и компаниями в области нефтепереработки и нефтехимии. Об этом заявил председатель госконцерна Гувань Чагаджанов. В настоящий момент нефтеперерабатывающие заводы Туркменистана выпускают неэтилированные автобензины, авиационный и технический керосин, реактивное и дизельное топливо, мазут, смазочные масла, полипропилен, печное топливо, легкий газойл, нефтяной электродный кокс, сжиженный газ, строительный и дорожный битум и другое. Данная продукция составляет основу экспортного потенциала страны. Концерт мастеров искусств Туркменистана при полном аншлаге прошел в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Для французской публики выступили камерный состав Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева, народные артисты Туркменистана Суханберды Оразбердыев, Атегельды Гарьягдыев, Зулиха Какаева, заслуженный артист Туркменистана Кервен Йовбасаров, Довран Шамыев, Дуньягозель Бегалиева, Юсуп Гельдыев, Гурбанмурат Байджиков и фольклорная группа «Мирас». В концертную программу вечера вошли музыкальные произведения туркменской классики, народные напевы и танцы, а также песни туркменской эстрады. Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане объявила о начале избирательной кампании по выборам депутатов Меджлиса по 3 округам Ашхабада вместо досрочно выбывших. Выборы назначены на 7 июля этого года в соответствии с постановлением Меджлиса. Часть декоративной мельницы знаменитого кабаре «Мулен Руж» в Париже обрушилась на тротуар. К счастью, никто не пострадал, а риска дальнейшего обрушения нет. Падение мельничных крыльев затронуло фасад кабаре, унесло первые 3 буквы вывески. «Мулен Руж» – легендарное кабаре, основанное в 1889 году. Ставшее одним из символов Парижа, оно ежегодно принимает тысячи посетителей со всего мира. На поверхности Луны появилась надпись ВК-видео «Звезды ближе, чем кажутся». Проекция, созданная с помощью мощного лазера или прожектора, стала первой в мире рекламой, транслируемой на естественном спутнике Земли. ВК – крупный российский бренд, опередил даже Роскосмос, который ранее предлагал размещать рекламу на своих ракетах. Использование Луны в качестве гигантского билборда – это беспрецедентный шаг, открывающий новую эру в мире маркетинга. Появление рекламы ВК-видео на Луне приурочено к месяцу юмора на платформе ВК-видео и премьере нового шоу «Звезды», где известные личности соревнуются в юмористических командах за главный приз – 20 миллионов рублей. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.